Так, с пробежки вдоль Казанки начался второй день спортивного форума. На старт вышли около 200 его участников, в том числе министры спорта России и Татарстана. Дистанция 2 километра под проливным дождем. Больше 200 человек, которые вышли в непогоду и показали, что они личным примером показали, что в здоровом теле, во-первых, всегда будет здоровый дух. И, во-вторых, они практически все руководители представляют общественные государственные организации. На них смотрят, на них равняются. Сегодня мы доказали, что с нас можно брать пример. На главной площадке форума в Казань-Экспо сегодня большое внимание спортивному залу. На 10 тысячах квадратных метров футбол, волейбол, баскетбол, гимнастика, полеты на дронах и даже кибертурнир. Здесь же звезды спорта и встреча с олимпийскими чемпионами. Любимый прыжок, как стать мастером спорта и какой выбор в жизни был самым сложным. На такие серьезные вопросы детей сегодня отвечали Алексей Ягудин, Татьяна Тотмянина и Евгений Ловчев. Какой был самый сложный выбор? Я, правда, его не озвучил, но вам скажу. Был, когда мы уже жили с Таней вместе, и вот это сделать шаг, и как бы на первого ребенка, вот он был действительно, не могу сказать, что он прям таким был, не проходил, этот путь было сложно пройти, но действительно я задумывался не на один день. Одно из ключевых событий дня – заседание Совета по физической культуре и спорту участников соглашения о сотрудничестве государств стран СНГ. На повестке 10 вопросов. Первый – опыт Казани в организации игр Содружества. Задействовано 11 спортивных сооружений, на которых мы уже и до этого проводили огромное количество соревнований. И, в общем-то, мы в преддверии игр СНГ привели их в полное соответствие всем международным стандартам. Второй вопрос – стратегия развития сотрудничества. Делегация Узбекистана выступила с предложением. Мы предлагаем проводить, это, как я уже отметил ранее, соревнования среди спортсменов с ограниченными возможностями. То есть это будет также одновременно и пара-марафон. Среди инициатив – популяризация национальных видов спорта и обмен кадрами в профильном образовании. Физическая культура сейчас очень тесно сопровождается и медициной. Это не только усилия тренеров, спортсменов, еще ученых. Нам надо тоже поработать в этой области. За круглым столом участники приняли решение о сотрудничестве в борьбе с допингом, одобрили программу «Спортивные столицы Содружества», договорились о проведении марафона здоровья в следующем году и определили желающих провести вторые в истории игры стран СНГ. Выразить свою готовность касательно проведения вторых игр стран СНГ в Азербайджанской республике. И мы будем очень рады приветствовать всех на нашей земле. Также примется внимание, желание наших заявки Республики Беларусь с тем, чтобы провести игры Республики Беларусь. Татарстан сегодня на форуме представил проект школьной волейбольной лиги. От масштабов республики он вырос до федерального. В планах проведения турнира в 10 городах – Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Ярославле, Казани, Уфе, Екатеринбурге, Новосибирске, Кемерово и в Красноярске. Постараемся помочь и методическими материалами, но и наш пример должен оказаться заразительным в хорошем смысле слова. Из новинок для спортивных школ – цифровая платформа «Мой спорт». Это приложение, в котором будет информация о молодых спортсменах. Родители смогут следить за итогами каждой тренировки и сравнивать успехи тренеров. К проекту подключились уже более 50 регионов страны. Здесь мы должны отметить спортсменов, тренеров, родителей. Мы создаем одну экосистему для того, чтобы у тренера была возможность донести информацию до родителей о том, какие успехи у ребенка. Так, положительный эффект от проведения форума в Казани должны получить не только профессиональные спортсмены, но и любители. Салават Мухаммадуллин, Рамзиль Гарипов, Ленар Хузяхметов, ТНВ, Казань. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.